Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов-Айдын, а в нашей студии гости, и я рада их представить. Сегодня в нашей студии гостят представители Института развития, образования и повышения квалификации имени Семена Донского II, кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой дошкольного образования Надежда Лебедева. Надежда Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Также в нашей студии сегодня старший преподаватель института Мария Слепцова. Мария Николаевна, добрый день. Добрый день. Спасибо, что вы нашли время и пришли сегодня в нашу студию. И я рада, что наш эфир случился накануне мероприятия, которое вы наверняка ждете и к которому готовитесь. Со 2 по 6 июня в Якутске пройдет республиканский профессиональный конкурс «Воспитатель года Республики Саха-Якутия 2025». Именно об этом мы будем говорить в ближайшие 20 минут. Дорогие радиослушатели и телезрители, кому эта тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему эфиру. Телефоны 32 00 66, 32 11 66. Для тех, у кого возникнут вопросы. Вообще наша программа, наверное, будет интересна всем, потому что наши гости пригласят всех слушателей и зрителей на одно мероприятие, поэтому оставайтесь с нами до конца. Ну и начать я хочу, наверное, с того, что, чтобы вы рассказали о том, кто участники этого конкурса, кто эксперты, кто почетные гости. И, возможно, в этом году есть какие-то новшества, которых не было в предыдущие годы. Ну, пожалуйста. Спасибо большое. Действительно, вот этот конкурс «Воспитатель года Республики Саха-Якутия» мы проводим с 2010 года, наш институт. И хочется отметить, что в нем принимают участие лучшие воспитатели, также педагоги именно дошкольного образования, это специалисты, логопеды, это, значит, физкультурные инструкторы, музыкальные руководители, ну вот, то есть все педагогические работники дошкольного образования. С 2010 года, ну, считайте, вот уже 16-й раз мы собираем своих педагогов для того, чтобы, ну, вот цель вот этого конкурса в чем? В том, чтобы поддержать наших педагогов, да, лучших, талантливых педагогов, рассказать об их опыте, поощрить, распространить их лучший опыт не только на республиканском уровне, но самые лучшие из них поедут у нас, самый лучший победитель поедет в Москву. Хочется сказать, что программа вот 16-го конкурса очень интересная и разнообразная. Да? Вот вы спросили, фишка, да, какая? Фишка у нас нынче в том, что, ну, это уже традиционно у нас тоже стало на самой главной нашей площади, да, площади Орджоникидзе, собирать и показывать вот мастер-классы лучших педагогов. Это будут приемы, консультации лучших специалистов, логопедов. То есть вот у кого родители, детки плохо говорят и так далее, вы можете прийти с ребенком и обратиться к лучшим логопедам республики. Психологи также, вот вашему вниманию, то есть у нас будет работать консультационно-методический центр. Дефектологи. Это прям под открытым небом на площади? Да. Планируется так, под открытым небом, да. Будет также концерт, где выступят коллективы детских садов республики. И ну вот мастер-классы, я сказала, да, тоже будут, можете принять участие в мастер-классах тоже. Ну, то есть вот такое вот действие под открытым небом. И вот в 3 часа у нас будет завершение, торжественное закрытие конкурса. Это 6 июня? Это 6 июня в пятницу с 10 утра до 5 вечера на площади Орджоникидзе. Но это у нас, как говорится, закрытие. Но мы не рассказали про сам конкурс. Начинается он в понедельник. Как будто бы немножко фонит, вот чуть-чуть подальше от микрофона телефон. Исторический музей России, то есть у нас локации тоже разные в конкурсных турах, да.
начинается вот 2 числа, 2 июня, и открытие конкурса пройдет там. Вы спрашивали состав экспертов. В эксперты у нас включены, значит, преподаватели педколледжей, педагогического института СВФУ, также начальники дошкольных отделов всех муниципальных управлений образования нашей республики, методисты и так далее. То есть это те люди, которые действительно очень компетентно могут оценить наших конкурсантов. А республиканский конкурс наверняка из разных из разных районов и улусов нашей республики. Оговорилась, может быть, когда-нибудь и будет у нас такой конкурс, когда приедут из разных республик. Да. Из какого района приехало больше воспитателей? Или от какого-то района только по одному человеку? Можно я представлю, да? Мария Николаевна Слепцова. Отрадно отметить, я уже сказала, что 2010 первый конкурс был в России, и вот сидит лауреат. То есть это у нас педагог из Нюрбы, которая вошла в 10 лучших воспитателей России. И сейчас вот она работает у нас старшим преподавателем кафедры дошкольного образования. Спасибо, Надежда Николаевна. То есть Мария Николаевна одна из победителей, лауреатов конкурса. Да, посчастливилась. Да, на российском уровне. Ой, поздравляю. Спасибо. Здорово. Вот, но по поводу участников этого конкурса, 16-й конкурс, 27 участников с республики, 26 улусов у нас представлены. С Сунтарского района у нас будет 2 участника. В основном по всем улусам у нас участник, по одному участнику, да. Вот, отрадно, конечно, вот передо мной находятся списки, да, наших чудесных, смелых, прекрасных девушек и юношей. Я бы, конечно, отметила тот факт, что в нынешнем конкурсе у нас достаточно большое количество представителей арктических районов, что немаловажно, потому что сами понимаем, что достаточно большая республика, да, вот протяженность республики, не всегда вот инфраструктура позволяет кому-то выехать на республиканский или федеральный конкурс, да, поэтому вот я хотела бы озвучить, да, что у нас будет Эвено-Батантайский район представлен, Булунский район, что немаловажно, да, Верхоянский, Кобяйский, Тампонский, Аймиконские улусы, Среднеколымский район, то есть вот такая география, ну и, конечно, наши центральные районы, город Якутск в том числе, будут участвовать, и вот кто-то вот 6 числа уже будет, скажем, стоять на сцене и в качестве уже победителя этого конкурса. Победитель будет один? Конечно. Только один. А вы, наверное, будете, Мария Николаевна, в числе экспертов? Да, безусловно. Что самое сложное, вот, когда вы выбираете лучшего? Ой, конечно, конкурс – это такое, скажем, да, интересное действие. Достаточно сложно в нем быть экспертом, потому что республика представлена и показывает, и представляет улус каждый достойных людей. Каждый по-своему самобытен, каждый по-своему грамотен. И сложно делать выбор. Муки выбора не всегда перед экспертом. А какие именно конкурсы, вот в чем они соревнуются, как они показывают, что они лучше, и вообще насколько профессия воспитателя сейчас, да, претерпела какую-то трансформацию по сравнению, например, там, с советским периодом? Вот у нас сейчас, да, 5 базовых площадок, то есть педагоги, которые приезжают у нас на конкурс, они на любом саду должны прийти в любую группу, да, пройдет жеребьевка, любая тема может им попасться, количество детей. И вот как опытный мастер они должны показать свою работу именно с детьми. А вот какая тема, например? Какие задания? Тем очень много. Сейчас тематическое планирование же у нас, да, например, «Удивительный мир цветов», да, «Моя семья», вот такие темы. Транспорт может быть, да, правила дорожного движения, такая тема может быть. Потом, с чего начинается Родина? Вот сейчас такие духовные ценности, да, мы даем детям, патриотизм. Я люблю мою республику, я люблю свою страну. Тем очень много. Мы вот нынче сделали 27 тем. То есть у каждого конкурсанта будет своя тема. И вот
5 базовых садов, они у нас уже готовы их принять. Например, это детский сад «Парус», большое им спасибо, «Остров сокровищ», детский сад «Кустук», детский сад «Золотой ключик» и «Цветик-семицветик». И вот, например, воспитатель, который участвует в этом конкурсе, он выбирает какую-то из тем, да. И что ему нужно сделать с этой темой? Подготовиться и с детьми провести занятия как специалист. А дети тоже вот в этом конкурсе участвуют? Или... Конечно. Тоже? Да, конечно, дети, конечно, разные откуда группы. берутся дети? В садах. Базовые площадки, детские сады, которые Надежда Николаевна перечислила, вот, общение с детьми этих детских садов. То есть детей они не знают? Нет, Не конечно. знают. И вы смотрите уже на реакцию ребенка? Да. Это сложно, конечно, умение сложно, общаться, мы понимаем. умение они наладить контакт с детьми, которых они никогда не видели. Поэтому это очень сложно. И для педагогов недаром на конкурс приезжают самые лучшие из лучших. Поэтому вот все 27 человек, мы считаем, что все 27 человек, участников, которые встретятся с нами, да, вот на 2 июня, они уже победители. То есть есть площадка какого-то детского сада, в ней есть разные группы, Да. разные дети. Да. И вот несколько детских садов, которые предоставляют такую возможность тем воспитателям. Да. И в это время сидит экспертная комиссия и смотрит, как воспитатель справляется с заданием. Совершенно верно. И по критериям российского конкурса идет оценка. С чем как воспитатель справился. Да. А есть какая-то возрастная граница или, допустим, вот опыт, сколько лет у человека должен быть? Потому что у кого-то же может быть за плечами большой путь, а кто-то вот только-только пришел в профессию. Да, ну, мы можем сказать, что у нас разброс очень большой. У нас много и стажистов, но много и молодых. Но мы оцениваем их по компетенциям. То есть насколько у них развита та или иная компетентность педагогическая в соответствии с профессиональным стандартом дошкольного работника. А на ваш взгляд, где лучше всего учат на вот этой профессии, на воспитателя? И насколько она вообще сейчас популярна? Вот вы же много видите людей, наверняка видите, да, какое образование они прошли, или, может быть, вообще есть какие-то самородки, которые в процессе работы, то есть пришел сначала работать, да, а потом в параллели учится человек, если такое возможно. Есть такие, да. Но больше хочется отметить, конечно, педагогический наш колледжи, который очень большую часть уделяет именно практической работе с детьми. Вот именно в практике они раскрываются очень хорошо, да, когда идет взаимодействие педагога с детьми. И, конечно, плюс наслаиваются в педагогические теории, какие-то новейшие технологии. Все это... Но хочется отметить, что многие наши детские сады буквально говорят, очень хорошая подготовка, особенно Якутский педагогический колледж очень хвалит. И вот хочется сказать, Мария Николаевна может добавить, да, сейчас наши педагоги, они как раз проходят еще у нас в институте профессиональную переподготовку, руководителем куратора которого является Мария Николаевна. И немножечко можете сказать, вот сколько у нас, как работает переподготовка и так далее, воспитатель детей дошкольного возраста. Образование на сегодняшний день это достаточно такая щепетильная тема, потому что действительно в детских садах и в школах должны работать компетентные люди, дипломированные педагоги. Поэтому можно сказать, что вот Надежда Николаевна озвучила Якутский педагогический колледж, это, конечно, и педагогический институт Северо-Восточного университета, ну и, конечно, вот институт развития Вилюйский педколледж, то есть Намский педколледж. Конечно, это кузница кадров, вот, ну и институт развития образования в том числе, да, вносит вклад и проводит профессиональную переподготовку. То есть любой педагог, который имеет образование, возможно, учителя начальных классов, может при желании пройти переквалификацию на воспитателя. Но профессия воспитателя, конечно, такая, скажем, очень непростая, очень ответственная. Да, действительно, сейчас очень, скажем, такой яркий взгляд, да, и правительство, и Министерство просвещения, и Министерство образования обращают внимание на вот именно работу дошкольных образовательных организаций, потому что есть и частные детские сады, и муниципальные детские сады. Кстати, на ваш взгляд, какие лучше, частные или муниципальные? Как вы относитесь как специалисты?
Или так нельзя сказать? Мы не можем так сказать, потому что каждый на своем месте очень хорошо делает свою работу, и так вот как-то какую-то градацию делать, да, ни в коем случае не можем этого сказать, потому что действительно профессия воспитателя это дневная мама для мальчиков и девочек. И иногда бывают такие случаи, что детки чудесные, они больше видят воспитателя, нежели чем родителей. Поэтому, конечно, это ценный, светлый, чудесный труд. Поэтому всем воспитателям, вообще всем дошкольным работникам вот в преддверии этого конкурса прекрасного, да, нашего праздника, пожелаю счастья, удачи. Сейчас прошли как раз выпускные, да, или проходят выпускные. Поэтому счастья, здоровья, да, и тем деткам, которые выпустились в этом году, удачи в школьной жизни. А с какого возраста вот воспитатели берут детей? Ну вот, если мы скажем и вспомним майские указы президента Российской Федерации с 2018 года, детские сады обязаны, да, общаться с детками с 2-месячного возраста. Совсем же малыши, То есть, совсем да, ясельки. да. До 8 лет. И сейчас, это на законодательном и сейчас уровне. вот таких маленьких Конечно, детей. конечно. С 2 месяцев до 8 Да, да. лет. Я сейчас думала, просто чаще родители, сидят какое-то время со своими детьми, что сейчас, как-то больше возможностей, оказывается, нет, да? Ну, то есть у каждой мамы есть выбор, она может, скажем так, до 3 лет или до 2 лет с малышом дома, да, общаться, да, вот, или, возможно, вот при наличии ясельной группы, там, да, или первой младшей группы, да, обратиться в детский сад, и компетентные педагоги дошкольного образования, они примут и будут общаться с этим ребенком. Неважно, сколько ему, 2 месяца, 6 месяцев, 1,5 года или 7 лет. Но еще и своей очереди дождаться, да, в детский сад. Конечно, это конечно, что немаловажно, да? Да. А какие самые, на ваш взгляд, главные качества для воспитателя в детском саду? Конечно же, ответственность, потому что воспитатель отвечает за жизнь и здоровье каждого ребенка, каждого своего подопечного. И, конечно, он должен быть компетентным в своей профессии. Это значит и коммуникативная компетентность. Вот сейчас наш конкурс как раз раскрывает. Если раньше не было вот таких, например, моментов, как брифинг, да, интервью педагогическое и так далее, они вот у нас, вот как вы говорите, что нового, вот нового у нас вот это педагогическое интервью, вот в котором, кстати, примут участие у нас и студенты педагогических колледжей, дошкольного отделения, да, родительская общественность, и вообще общественность, например, средства массовой информации, детские издательства и так далее. Вот мы работаем все сообща, все наши социальные партнеры. И вот еще вы говорили про фишку, да, что у нас такого очень интересного. У нас будет очень необычная гостья нынче, да, Соломенникова Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного образования, Корпоративный университет развития образования. Она также является федеральным экспертом профессионального конкурса «Воспитатель года Российской Федерации». Вот мы ее ждем, очень интересная лекция будет. Да. Оценивать. У нас остается вот буквально 1,5 минутки до конца эфира. Вдруг я что-то не спросила, а вы хотите об этом сказать? Так. Кроме того, что 6 июня мы приглашаете, да, всех жителей и гостей нашего города на закрытие этого конкурса с 10 часов до 5 часов. Будем рады. Да, и могут люди пройти мастер-классы. Кстати, мастер-классы, наверное, это все-таки будет интересно для тех, кто в этой профессии, да? Безусловно. Да. А те, у кого есть дети, родители могут прийти и получить помощь специалиста-логопеда, консультацию и психолога, дефектологов. Абсолютно бесплатно. Да, конечно. Абсолютно бесплатно. Поэтому будем ждать всех гостей республики, жителей города Якутска. С радостью встретим вас. И надеемся, что наше торжественное закрытие конкурса, да, концертные номера всем жителям понравится. И таким образом единое образовательное пространство дошкольного образования республики будет все шире и шире, как говорится. Я со своей стороны хочу вас поблагодарить за то, что вы нашли время и пришли сегодня в нашу студию, рассказали об этом мероприятии, о конкурсе, который пройдет со 2 по 6 июня в нашем городе. И пусть победит действительно лучший. Какой-то приз будет?
Обязательно. Безусловно. который будет хорошей мотивацией для того, чтобы Конечно. одержать победу. Ну и вам, наверное, приятных каких-то моментов. Все-таки это люди вашего круга, да, ваших интересов в одном пространстве. Это, наверное, все равно интересно, тем более такие гости, да? Да. Спасибо вам большое еще раз, дорогие друзья. Короткие 4 минуты, и мы снова вернемся в студию и будем уже говорить о правах потребителей. Оставайтесь. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. В нашей студии специалисты, главные специалисты, эксперты отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия, и я рада их представить. В нашей студии Евгения Яркова. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгения, и Людмила Спиридонова. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время и пришли сегодня в нашу студию. Я думаю, что нашим зрителям и слушателям будет интересно вместе с нами провести 18 минут. 32 00 66, 32 11 66, телефоны прямого эфира. Говорить мы сегодня будем про маркировку товаров розничной торговли, разрешительный режим и честный знак. Для меня, честно говоря, не все понятно, поэтому я хочу сразу же предоставить слово вам и попросить вас рассказать о том, что такое разрешительный режим, что за честный знак, ну и про маркировку, конечно. Ну, в общем, система «Честный знак» — это является национальной системой маркировки и прослеживаемости товаров. На сегодняшний день обязательной цифровой маркировке подвержены такие товары, как молочная продукция, туда входят все виды: молоко, там простокваша, кефир, творог и так далее, сыры тоже туда входят, мороженое тоже туда входит, товары легкой промышленности, тоже вот, ну, вся одежда, и верхнее, и нательное белье, это тоже входит в обязательную маркировку. Пиво и безалкогольные напитки, ну, слабоалкогольные тоже входят. Упакованная вода, любые виды упакованной воды тоже входят в эту группу. Шины и покрышки, также обувная продукция вся входит тоже. Значит, наш так, эфир... шубы, да, тоже входят. И этот список вот с каждым годом расширяется, то есть буквально через 5 лет, наверное, все будет подвержено обязательной маркировке. Вот эта маркировка позволяет отслеживать вот от производителя до конечного потребителя, то есть эта система показывает, ну, прозрачность движения товаров, то есть она должна гарантировать подлинность и безопасность продукции, то есть она и направлена как в защиту потребителей, чтобы продукция была безопасной, да, и также в защиту самих производителей, чтобы у них, ну, тоже защита от контрафакта, допустим, тоже репутационные потери, убытки тоже для самих производителей, предпринимателей. Поэтому вот государство придумало такую вот систему. Вот... Тогда наш эфир будет интересен предпринимателям, да, которые продают вот тот товар, который вы перечислили. Да. И потребителям также, ну, для общего кругозора, чтобы, ну, все-таки мы же должны знать, что мы покупаем за свои деньги, является ли это, ну, оригиналом, да, вот производитель, либо это неизвестно где произведено, неизвестно в каких условиях. То есть вот. И про табачную продукцию забыла. Вот табачная продукция, никотин содержащая продукция, это тоже все относится. Лучше бы она вообще не выпускалась, эта продукция алкогольная и табачная. Вот. Тогда потребителям, вернее, предпринимателям нужно обязательно маркировать свой товар. Да. И если маркировки нет, то это будет грозить для предпринимателя. Да, это административная ответственность. Штрафы до 100 тысяч доходят. А для тех, кто еще не маркировал свой товар, у них есть какое-то время или это нужно делать было как-то заранее, еще вчера или позавчера? Ну, товары, которые вот есть пилотные группы, допустим, которые вот только запуск идет, да, маркировки, вот им дается время на то, чтобы они успели вот остатки, которые у них есть, промаркировать. А, допустим, товары, которые 2-3 года назад, ну, они же уже все распроданы, там им тоже давалось время. Допустим, по табачной сейчас остатков практически нету, как бы уже. Сейчас все должно быть промаркировано уже. А чтобы маркировать свой товар, что нужно делать, какой алгоритм? Куда нужно идти? Или как? Производитель, сначала маркировка, вот этот код электронный, да,
цифровой наносит производитель наносит, дальше он передает там поставщику, то есть поставщик должен тоже вот по документам электронно все это принять, зафиксировать и далее передать там розничным продавцам и так далее, да. Все движение должно быть зафиксировано. Откуда, куда, как, почему. И выбытие из оборота, то есть продажа должна быть зафиксирована. Либо это была розничная продажа, там, либо утилизация там, в связи с тем, что срок годности истек, либо там потеря, порча, то есть причина выбытия из оборота должна быть указана. И вот каждый код маркировки, вот этот, он похож на QR-код, такой маленький. И он является уникальным, то есть на каждой вот упаковке воды он вот оригинальный, в общем, он не должен повторяться, он не повторяется, и его практически невозможно подделать, поэтому... И вот потребители даже вот могут скачать себе приложение «Честный знак», просканировать и проверить, вот добросовестный продавец, либо недобросовестный, и там вот все ошибки, допустим, не соответствуют требованиям, то есть красный может загореться, либо вообще нечитаемый, значит, это код подделанный, допустим. Вот. Я, кстати, так делала, да, определенные товары, я скачивала приложение, не помню, как называлось уже, и вот также экран наводила на вот этот вот штрих-код, да, и у меня выходило, что это за продукция, там, когда произведено. Да, Если это выходит, значит, это все хорошо с этой продукцией. То есть каждый потребитель, и каждый из нас, да, он, в общем-то, должен даже и требовать, чтобы была эта маркировка на том товаре, который мы приобретаем. А на сегодняшний день в вашей компетенции приходить вот к предпринимателям, да, и проверять, насколько у них соблюдена маркировка. Да, сейчас мы выходим на проверки по индикаторам риска. То есть если у предпринимателя идут множественные отклонения, там бывает вообще тысячами даже. А что за отклонения? Ну, допустим, повторные продажи, то есть один и тот же код пробивался несколько раз. А вы это все видите? Да, а у нас система специальная, которая все, каждый чек фиксирует. И вот каждый чек отслеживается и вот нам данные отправляет. И если их становится очень много, это уже как бы сигнал о том, что имеется нарушение, о том, что вот данный продавец, ну как бы там имеются проблемы, допустим, в этой точке продаж. Вот. И выносится решение о проведении проверки, и получается вот... А предприниматели же наверняка знают, что это будет видно, а почему они тогда такое допускают? Ну, некоторые не знают. То есть в этой системе тоже нужно копаться, изучать. Надеюсь, да. Вот бывают, которые, да, ну, примерно вот знают, но как-то сильно не вникают. А на самом деле это все и в налоговую идет, каждый чек фиксируется, и к нам приходит, и, ну, в общем, все сейчас же все электронно, каждая продажа, вот все отслеживается, да. Вот, поэтому советую предпринимателям тоже самим вникать. А если предприниматель сам, ну, производит свой товар, он сам его делает, ему потом нужно будет каждый товар маркировать, это нужно куда-то идти. Он же сам, получается, что изготавливает. Да, он, получается, регистрируется в системе «Честный знак» как производитель, заказывает вот эти вот коды и наносит их на каждую единицу продукции. А это стоит сколько-то? Ну, сколько, я не знаю, но это тоже денежные траты, конечно, тоже есть. Да, но если он этого не сделает, то ему грозит тогда ответственность и штраф, да, большой? Да. А какая ответственность грозит, если вы находите, например, у предпринимателя товар, который не прошел маркировку? Не маркированный товар. По результатам проведенной проверки участник оборота, который допускает нарушения, да, привлекается к административной ответственности по статье 15.12.1 КоАП РФ. И санкции предусмотрены для... А что это за наказание будет? Наказание за несоблюдение требований по маркировке. А что это будет? Это штраф будет большой? Ну, штраф до 100 тысяч. А, до 100 тысяч? Для индивидуальных предпринимателей от 1 до 10 тысяч, а для юрлиц от 50 до 100 тысяч. Ну, внушительная сумма. Да, и бывает так, что вот один раз нарушили и продолжают второй, третий раз, все равно фиксируется.
тогда повторно привлекаются к Да, ответственности. это же тоже неприятно каждый месяц. А почему так рискуют тогда? Суммы-то внушительные, могут же на такую большую сумму человек попасть. Ну, наверное, халатно относятся, да? А Легкомысленное на что отношение, надеяться тогда, наверное. если все это видно, да, и ты все равно потом понесешь наказание? Некоторые не знают, по незнанию, наверное. Некоторые легкомысленное отношение, да. пытаются даже разобраться, а спускают на самотек. Поэтому, Приобрел товар, быстренько от Да. него избавился, и все Мгм. нормально, да? да. Такое часто встречается, да? Или не очень? Ну, Но скорее некоторые часто, чем- даже не знают. Часто встречается. У нас проверок много, и каждый день почти у нас проверки по Надо же. маркировке. Тогда нас, потребителей, да, тоже получается, что так часто могут обмануть и некачественный товар нам продать. Но Да, не может совсем некачественный товар, да. Проверка на кассе, да, происходит обязательно, когда продается маркированный товар. И для этого продавец сканирует чек, сканирует QR-код, и система передает напрямую, получает информацию, и стоит ли запрет на продажу. Если нет запрета, то продает. А вот до какого срока вообще предприниматель может продавать товар? Например, на каждом товаре же указан срок, да, годности. Если это продукты, то он меньше, да, если там это какие-то другие там, приборы или еще что-то, да. Вот сколько остается до конца, например, срока, и это нормально, что он этот товар продает по той же цене, по которой он заявил изначально. До истечения срока годности можно продавать маркированный товар. Даже день в день. Вот, например, сегодня День в день можно по продавать. такой же цене, которая была заявлена. Да. Если срок истек, то он уже, если установлен разрешительный режим на кассе, то она уже Касса не сама не пропустит. дает продавать. Да, она не даст продать. Если, просто есть какой-то если товар, разрешительный режим настроен грамотно, вот сейчас у нас массовые нарушения вот именно по разрешительному режиму. То есть касса не настроена до конца. Там нужно грамотно тоже настроить, с функцией тоже все проверить. Кто может. Бывает, что вроде бы разрешительный режим установлен, но он все равно пропускает. Значит, там где-то не поставлена там до конца галочка какая-то, да. Все внимательно надо предпринимателям изучить, кто именно вот. Обычно вот. Я просто думала, что цена магазины, должна да. снижаться, если, например, уже сегодня срок годности истекает, или, например, вот, так день остался до истечения срока. Нет, по той же цене. Да. Оказывается, по той же. А товар, например, сдать в магазин, который ты приобрел, но тебе он мог не подойти, или, например, ты потом увидел, что что-то в этом товаре тебя не устраивает. Как это правильно сделать потребителю? Продовольственные товары у нас обмену возврату не подлежат. Все? Да, если они если он качественные. качественный. Вот. А по непродовольственным, допустим, одежда, да, кофточка вот не подошла по размеру, или допустим, маме купила, маме там не понравилось, размер не тот. Потребитель имеет право на обмен товара, то есть размер побольше взять, да, поменьше. А если же в день обращения нет такого товара, который ему нужен, подходящего товара, он может потребовать возврата денег. А как это правильно делать? При этом должен быть сохранен его товарный вид обязательно, все ярлыки, чтобы в дальнейшем продавец мог реализовать этот товар, да? А вот печатный чек обязателен или достаточно, например, показать в мобильном банке? Нет, отсутствие чека не является отказом не является основанием для отказа. То есть он может возврате. Сослаться там на свидетельские показания даже. На выписку из банка может сослаться. Да. Либо сказать, какой день он покупал, да? Да, любое и доказательство, в течение 14 дней это можно все обвинять. Но обязательно, если ты возвращаешь, обязательно сделать возврат, да? Да. То есть не просто так у тебя продавец забрал и поменял тебе там или отдал деньги, но нужно обязательно сделать, чтобы это прошло как возврат. Ну, вот это оформление технически, да, допустим, у нас рубашки же подлежат маркировке цифровой. Бывает так, что продавец взял возвращаемый товар, допустим, принял, да, но в систему не вбил то, что он был возвращен, то, что данная рубашка потом. И вот этот вот код опять повторно фиксируется, и идут повторные продажи.
а это уже является нарушением, то есть через какое-то время этот чек уже высветится у него как ошибка, и это будет уже поводом для проверки, это будет уже установленный факт нарушения, как повторная продажа нарушения. Вот, поэтому тут предпринимателям тоже есть нужно, нюансы для нужно быть внимательными. при возврате товара. У нас остается 4 минуты, даже чуть меньше до конца эфира. Вдруг я что-то не спросила, что вы хотите обязательно сказать, потому что сегодня такой у нас эфир информационный, да, для предпринимателей и потребителей. Ну, в каких случаях касса не дает продавать, да, товар? Это если срок истек, если товар не введен в оборот, если вообще не имеется в системе, да, код маркировки, и если товар выведен из оборота, если стоит запрет на продажу органам государственной власти, ведь в этих случаях касса не дает продавать маркированный товар. Вот, поэтому советуем обратить внимание на обновление. Своевременно нужно Да, обновлять. кассу надо программное вовремя обеспечение. обновлять и по разрешительному режиму, и вообще. То есть и каждый день этот список расширяется. Поэтому нужно быть более ответственным, внимательным к этим категориям. Ну, зачем лишний раз, чтобы проверка приезжала? Это же тоже время, нервы, тоже штрафы, кому это приятно. Нужно Да. каждый И нам раз мониторить поменьше, да. сайт честного знака. Вы же внезапно, да, можете приехать, не оповещаете Нет. владельца? Иногда можем, смотря какой вид контроля, то есть если у нас это идет проверка, выездная проверка, то мы, конечно, уведомляем за 24 часа. Но бывает, что у нас бывают мониторинговые закупки, контрольные закупки, тогда уже мы не уведомляем. То есть мы приходим по факту, покупаем, и уже фиксируется нарушение. А с какими к вам обращаются чаще жалобами вот наши горожане? Вот по вашей специфике. Возврат, обмен товаров. Когда отказывается потребитель менять. Да. Или есть такие случаи, когда не выходят на предпринимателя, а сразу же жалуются вам? Или все-таки, когда предприниматель не идет навстречу? Часто обращаются к продавцам или исполнителям услуг и направляют жалобу, если требования не выполняются. И навязывание услуг бывает у нас обращение. Услуг дополнительных, допустим, какую-то услугу приобретаешь, обязательно, обычно это при финансовых услугах бывает, допустим, какая-то опция, там, юрист, который, хотя она ему совершенно не нужна, этому потребителю, но там автоматически, допустим, стоит галочка. Это будет уже навязывание услуг. Если, в таком случае рекомендуем обратиться к нам с жалобой. Через наш сайт можно подать жалобу Роспотребнадзор 14. Обязательно пройти авторизацию через госуслуги, либо же подойти на Юнского 9. Я просто думаю, что сегодня больше вроде бы как осознанности, и я так думала, и решаешь уже напрямую, и как будто бы идут навстречу чаще, чем вот было это раньше, например, там лет 10 назад. Ну, бывает, что потребитель тоже иногда не прав. Бывает тоже, такое. Да. Есть, допустим, определенный перечень товаров, которые не подлежат обмену возврату. Перебью, потому что мы заканчиваем. Спасибо вам большое, наше время подошло к концу. Всем спасибо за внимание, хорошего вечера.